Как всегда, креативное исполнение государственного гимна Республики Беларусь звучит на стадионе Брестский. А это значит, что пора открывать очередной поединок, очередную страничку в истории футбола. И сегодня эту страничку для нас с вами, друзья, напишут Брестская Динамо и футбольный клуб Ислач. В прошлом году дважды и дома, и на выезде брестчане сумели Ислач победить. Удар, класснейший гол! Вот это, конечно, исполнил сейчас Павел Савицкий. Ну, друзья, такие боковые ножницы после прострела Хабленко. Это надо, конечно, постараться. В лучших традициях пляжного футбола открывает счет Брестская Динамо. Негодует здесь Егор Хаткевич. Кацикас этот мяч догнал, а вот Комаровский его на перехвате не достал. Кацикас слева почти входит в штрафную. Прострел, удар! Хаткевич спасает на 2-0! 2-0! Артем Милевский! Знаете, узнаю вот этот я эмоциональный жест Артема. Он по-хорошему сейчас завелся так. Ну и голевую засуху свою довольно долго прерывает. На Васимировский с мячом. Перевод направо на Карповича не удается. Лаптев хорошо пробрасывает на Хабленко. У того нет офсайда. Хабленко ходит в штрафную, бьет. Хаткевич отбивает. И здесь от своего же игрока, от Шагойко, мяч отскакивает снова в руки голкиперу. Село уже солнце над стадионом Брестский. С первых минут у нас работают и лампы. Освещение. Ну, здесь с рикошетом пробивает Лаптев. То ли в своего, то ли в чужого попадает. Непонятно. На повторе бы глянуть. Против него сразу три оппонента. Ну, Павел здорово разбирается. Ну, здесь Хабленко. Ох, какой момент! И как же здесь не забивает Лаптев. И как продолжение атаки-то не забивает Динамо. Ну, сумасшедший какой-то эпизод сейчас у ворот. Давайте посмотрим. Хабленко, смотрите, с рикошетом здесь от Джона мяч неудачно отскакивает. Тут птичку подбили. Ее очень жалко. Как в фильме. Папуш тем временем штрафной с мячом. На Комаровского дает. Комаровский здорово проходит кики. Редкое явление вообще для белорусского чемпионата, что кики кто-то проходит. И Папуш бьет с левой ноги, но Гутер на месте. Гутер выбрал грамотно позицию. Удар. Когда все хорошо дома, все хорошо и на поле. Ну и наоборот, когда все хорошо на поле. Ну а нас тем временем Ислач забивает. Вот такая контратака под мои слова. И Комаровский делает счет 2-1. Все-таки сработала эта тактика быстрого разжатия пружины. На 56-й минуте забивает капитан Ислач и огорчает вот того самого отца, о котором я сейчас тут пытался рассуждать. Классный пас из глубины поля получил Комаровский. Давайте взглянем на повторе, как это получилось. Как же провалилась оборона Динамо, которая вроде бы позиционно сторожила. Креативщики на тех же позициях у Динамо. Вот так вот подключается. Вот дает как раз сейчас с мячом штрафной удар. Гол! 3-1. Александр дает. Пас, если не ошибаюсь. Неужели Лаптев там отдал? Вот, по эпизоду-то. Интересно. На 62-й минуте Наёк забивает. И у нас очень результативный тур получается. 0-3, 3-3, 3-2, 3-1. Только один матч пока. Ох, какой момент тем временем. Под мои слова тут Наёк едва четвертый не вколачивает. Судя по тому, что показывает на угловой Андрей Васильевич, здесь Хаткевич вытащил этот мертвый гол, но там и в перекладину показалось. Ну, смотрите, Наёк претендует на пенальти. На пенальти, конечно же, не было, хоть и в штрафной падал уже, но фол был. Если бы он был до. А он был, кстати, да, Васильевич. Они сыграли, если брать там в раскладе последних 5 матчей, 2 поражения потерпели. А здесь опасно. Лаптев, до него передача все-таки доходит, обыгрывает защитника. Еще раз обыгрывает. Пенальти. Будет пенальти. Назначает его судья. Уверенно показывает Васильевич на точку. И мы тут спорить даже не будем. Там затерзал Лаптев оборону. И, по-моему, все-таки сфалил на нем Джон. Смотрим. Нет, не Джон здесь. Здесь Янушкевич. Просто врезал по ногам сзади. Потом уже там Савицкий пытался доиграть эпизод. Но арбитр посмотрел, что да. Ну, и посмотрим. Хабленко против Хаткевича. Удар и гол. По центру пробивает украинский форвард. И делает счет 4-1. Очень уверенно, хладнокровно.
77-й, если я не ошибаюсь, минуте. Динамо парень. По играм за дубль, говорят, очень талантливый. Друзья, честно говоря, не видел его в деле вживую. Поэтому только на слово можем поверить. А тут у нас пятый мяч влетает в ворота Егора Хаткевича. Это Денис Лаптев. Он сегодня еще не забивал. Все 5 голов таким образом в активе разных футболистов. Ну и посмотрите на повторе, какой же классный удар Лаптеву удался. Он там вырвался из-под прессинга и колотил буквально.